Грязь и лужи на полях, болота в огородах. Дожди продолжают щекотать нервы аграриям. Теперь под угрозу попал один из главных продуктов на столе любого жителя республики – картофель. Почва настолько пропиталась влагой, что клубни начинают гнить, так и не набрав нужной массы. Специалисты пока не берутся предугадывать, как изменится ситуация с учетом прогнозов погоды на ближайшие недели. До сих пор не убрали зерновые. Темпы работ ниже почти в 3 раза. Подробнее о ситуации на полях расскажет Артур Шамсудинов. Вот здесь копаем. Вон здесь проваливается даже лопата кое-как. Так там картошка-то он уже прогнившая, да? Вон, видишь, прогнившая. Прогнившая уже. Все, картошки нету. Едва показавшись из-под земли, некоторые клубни буквально разваливаются на руках. С каждым новым кустом все большее разочарование, говорят пенсионеры. В Баймакском районе, где скорее привыкли к засухе, никак не ожидали потерять урожай из-за повышенной влаги. По словам семьи Искужиных, выкапывать картофель в этом году они, скорее всего, не будут. Ничего не будем. Удобрение на тот год, если хорошая погода будет, удобрение хорошее сейчас будет. Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Не выкапывать не будем. Нет, будем не выкапывать не будем. Это, как говорится, погодный катаклизм. Никто не поможет. Ни бог, ни царь. Раз такая погода, ну что делать? Выкрутимся как-нибудь. Покупать будем, государство же есть. Увы, и в крупных фермерских хозяйствах, поставляющих картофель на рынок, ситуация не лучше. Во время недавнего дождя вода прямо с междурядья картофельного вытекала, сюда вот во враг утекала. Картофель находится в воде. И вот уже на картофеле болезнь, гниль. Хозяйство «Салават» Милюзовского района – один из передовиков по растениеводству. Картофель поставляют на различные предприятия. С учетом того, что использовали элитные семена для посадки и несколько раз удобряли поля, расходы понесли большие. Сейчас уже картофель слишком много набрал в себя воды, и там уже развиваются болезни. Если пробовали, вот тоже рядами вытаскивали картофель, 2 дня, и она чернотой покрывается. Все, если полежит около недели, она становится как кисель. Недавно на поле несколько дней не могли вытащить застрявший трактор, рассказывают фермеры. Да что там техника, даже люди порой попадают в ловушку. Полям действительно не пробраться. К сожалению, мы подготовились недостаточно хорошо. Вот в данном случае в кроссовках туда не подойти, поэтому оператор работает на один. Но даже в тех выданных резиновых сапогах он умудрился увязнуть в грязи. И вот наш герой съемки его выкапывает буквально из земли. И все же делать прогнозы по урожайности специалисты пока не берутся. В правительстве к ситуации относятся сдержанно. В Минторге, например, динамику цен на картофель оценивают в контексте борщевого набора. Если смотреть в целом по борщевому набору в рамках тех наблюдений за ценами, которые мы производим каждую неделю, скажу так, что цены на борщевой набор падают. А что будет у нас в дальнейшем, будем наблюдать, потому что понятно, что в этом году сложные погодные условия. И это может повлиять не только на урожайность, но и в том числе на возможность сохранения того урожая, который мы соберем. Но те данные, которые нам дает Минсельхоз, показывают, что в этом году урожай будет неплохой с точки зрения самообеспеченности. Мы себя обеспечим более чем на 100%. То же самое можно сказать и о зерновых культурах. Несмотря на темпы уборки, которые ниже почти в 3 раза, урожайность неплохая. Почти 31 центнер с гектара. Дожди не прекращаются повсеместно. На полную мощность работают сушильные комплексы. Ожидать дефицита продовольствия, той же муки, как говорят в Минсельхозе, не стоит. У нас достаточно хороший объем переходящего запаса зерновых культур. Это более 1 миллиона тонн, как правило, аграрии. Прошлогодний запас будет использовать как семенной материал. Качественного 3-го класса и выше. 1 миллион тонн и более на складах хозяйств и около 600 тысяч тонн на элеваторах. Избыточная влажность благоприятно повлияла на урожай технических растений, например, сахарной свеклы и подсолнечника. Я никогда не видел такой высоты подсолнечника. Вот мне кажется, урожай подсолнечника, по крайней мере, хороший, да? Объем очень большой будет. 2 завода сегодня готовы принимать. Достаточно хорошая комфорт цена. Ну и сахарная свекла, 2 культуры нам до октября месяца нужно убрать. Текущая ситуация, как говорят в Минсельхозе, отразится на соотношении посевных площадей в следующем году. Уже понятно, что озимых будет меньше. В это время фермеры должны были начать сеять, хотя пока даже не убрали половину нынешнего урожая. Артур Шамсудинов, Артур Хуснудинов и Ренат Акбашев. Итоги недели.